Первое. Сегодня очень хорошая информация о том, что, помните, в декабре Жогорку Кеңеш принял закон о пересадке органов. И сегодня президент подписал указ, и она сейчас опубликуется в газете, и мы можем уже работать по новому закону о пересадке органов. Это означает то, что мы можем уже, раньше было только от родителей детям, если на таком первом поколении, сейчас до 7 поколений мы можем проверить совместимости. Второе, открылась лаборатория типирования, то есть где проверяется донор-реципиент на совместимость. У нас в Кыргызстане работает уже лаборатория. Мы его проверили. Как мы проверили? Анализы отправляли у нас и за рубеж Казахстан и Турцию. И все анализы выходят идентичные. Значит, мы уже в течение 6 месяцев уже проверили, и все работает. Первое. Второе, пересадки почки сейчас делается клиникой, кыргызской турецкой клиникой Достук и Инсомите. Инсомите сделано 44 пересадки почки. 95 сейчас больные ждут пересадки почки и пересадки печени, костного мозга. Но ждали этот закон, и уже теперь будем продвигать. Существующее было о том, что родители могут только детям дать. Если так вот, первое, одно поколение. А сейчас могут быть родители детям, братья, сестры друг другу. Второе поколение, дедушка, бабушка и так далее, по совместимости могут уже дать. А вот тети, дяди? Тети, дяди тоже могут дать уже по совместимости. А супруги? Супруги по совместимости, но в родственной связи там. Президент поднял инициативу по бесплатной пересадке почки. В первых порах я попросил на 2024 год 50 больных бесплатной пересадки. Акылбек Сөнбекович, Минфин уже согласились деньги выделить на бесплатные пересадки почки. Если честно сказать, не были готовы. Открыто, если не было готовы. Потому что после пересадки есть очень длинный период реабилитации. И требуются специалисты, требуются лекарства, которые мы уже обеспечили. В 2021 году при официальной встрече Садыр Нуркожоевича в Турцию президентом Тейп Эрдоганом мы поставили вопрос о помощи трансплантации органов. И президент Эрдоган, пообещав, он дал поручение Центру трансплантологии в городе Малатья, университете ИНОН. И как только я стал министром, я отправил туда бригады, которые очень хорошо обучились. 15 декабря 3-я бригада была там. Я приехал туда, ознакомился, и сам участвовал в пересадке печени от донора, от реципиента. И увидел, что какие инструменты и что нам нужно. Турецкая сторона помогает нам, выделяет энную сумму денег для приобретения аппаратуры. Уже мы заказали, там же заказали. Некоторую аппаратуру заказываем и здесь. В ближайшее время мы отправляем по пересадке печени еще 10. Там должно быть бригада, это хирурги, анестезиологи, реаниматологи, гастроэнтерологи, радиологи, эндоскописты. Уже мы отобрали, их мы отправляем.
И по пересадке костного мозга тоже 10 специалистов от медсестер до хирургов, потому что и реабилитационный центр мы отправляем бесплатно. Они в Малатии, университет Инона будут проходить. То есть жилье, питание и специалисты полностью бесплатно. Мы уже договорились, подписали соглашение. Я подписал это соглашение. Я так думаю, что в ближайшее время мы внедрим пересадку печени и костного мозга. Пересадка печени и костного мозга мы хотим открыть центр трансплантологии. Это будет в Центральной Азии, Казахстане впервые такой центр. Если там пересадка печени стоит $55 000, $55 000, $25 000 пересадка почки. Мы сейчас начали делать $7,5 тысяч пересадки почки. И 50, как я сказал, будет бесплатно. В последующем мы будем увеличивать, потому что все пересадки почки будут у нас бесплатные. Деньги. Я сегодня только встретился с президентом Садыр Нуркожоевичем. Садыр Нуркожоевич дал добро. И премьер-министр тоже дал добро. Пересадки печени. Пересадки печени мы сейчас считаем. Если за рубежом стоит $55 000, у нас будет стоить от 15 до 20 тысяч. Но есть некоторые нюансы, которые мы будем тоже помогать. То есть таким образом те нуждающиеся люди, больные, не будут искать деньги, помощи других, они будут у нас проводиться. Я сам хирург. Оперировал на почке. Удалить почку можно за час. А резекцию печени делать 5-6 часов. Есть для того, чтобы резекцию печени сделать, это паренхиматозный орган. Кровит. И там есть очень много сосудов. Кровеносные, венозные, желчные пути, если перечислять. Эти все сосуды, каждый сосуд надо выделять, и каждый сосуд надо перевязывать. И в последующем, когда, если при пересадке почки мы завязываем 3 сосуда, то есть это артерию, вену и мочеточник, то есть который мочевой. А при печени надо там сшивать надо очень много сосудов кровеносных, венозных, этих желчных путей и других. Я 40 лет практически хирургии работаю, и сейчас работаю, делаю операции, и делаю резекции печени, разные убирал доли. Но когда, приехав в Малатию, участвовал на операциях и пересадке, и других, то увидел, что у нас хирурги, у нас в Кыргызстане хирурги, могут сделать такие же операции, как в Турции, но у нас нет аппаратуры. Например, есть коагулятор, которым мы режем печень, она не выделяет сосуды, отрезает, и начинается у нас кровотечение. А там есть аппарат КУСИ, который только паренхиматозный орган, то есть ткани режет, а где есть сосуды, он оставляет. И мы перевязываем, лигируем эти сосуды, а в Турции есть аппараты клипирования. И мы с одним вот этим профессором печени отца пересадили печени ребенку за 6 часов. Печень очень хорошо восстанавливается. Если мы берем часть доли, левую долю, мы тогда левую долю у отца взяли, через 6 месяцев она в таком же будет размере. А левая доля
который посадили мы сыну, она будет функционировать как полная, да, полный функциональ, как полная для жизни необходимости. И также костный мозг. Я там вот это видео не стал давать, я участвовал в пересадке костного мозга. Мы в ближайшее время его внедрим в Кыргызстане. Аутокост, который мы берем от самого же больного, из этого нормальной кости и пересадим. Аутотрансплантация. В настоящее время президент выделил 5 миллионов для обеспечения лекарством для пересадки почки. В последующем тоже мы будем сейчас. И в настоящее время все лекарства, которые нужны для наших больных, обеспечивает Кыргызфармация и Элемана из завода.